Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня в программе. Судебное решение о сносе приведено в исполнение. В Пицунда-Мюсырском заповеднике начался снос незаконных построек. Более миллиарда рублей – рекордный показатель национальной платежной системы. Все на обследование. В Афоне проводится диспансеризация населения. В соответствии с поручением президента приведено в исполнение судебное решение о сносе незаконной постройки на территории Пицунда-Мюсырского заповедника. Ранее на совещании 31 октября президент Рауль Хаджимба поручил всем профильным ведомствам под руководством премьер-министра предпринять необходимые меры для реализации судебного решения в отношении незаконной постройки Эрика Хагуш на территории Пицунда-Мюсырского заповедника в короткие сроки. Ранее Генеральная прокуратура направила 5 исков по незаконным строительствам на территории Пицунда-Мюсырского заповедника в суды разной инстанции. Все исковые требования прокуроров были удовлетворены. По каждому из случаев поданы жалобы в кассационном и надзорном порядке. По решению Верховного суда Хагуш было отказано в удовлетворении надзорной жалобы. И вот сегодня судебные исполнители приступили к исполнению судебного решения о сносе незаконной постройки. На месте сноса присутствовали вице-премьер Аслан Кубахия, министр внутренних дел Гари Аршба, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, руководитель службы судебных исполнителей Зураб Барцыц, министр юстиции Марина Пилия. Вначале была проведена опись имущества, затем начался разбор постройки. Правоохранительными органами предприняты меры по обеспечению правопорядка для исполнения судебного решения. Как сообщил министр внутренних дел Гари Аршба, Эрику Хагуш было дано время на демонтаж строения до 17 часов. Ранее ему уже давали возможность осуществить демонтаж самостоятельно. Предупреждения были проигнорированы, сообщил заместитель судебного исполнителя Сандро Гадлия. Более того, по прибытии судебных исполнителей на место незаконной постройки им была предпринята попытка сопротивления. Уже после 5 часов вечера принято решение продолжить демонтаж с 8 утра 8 ноября. Как сообщил министр внутренних дел, такое решение принято в связи с тем, что при сносе строения есть опасность повредить реликтовые сосны, окружающие его. Как отметил Сандро Гадли, это фактически беспрецедентный случай для республики. Демонтаж строения проходит без происшествий. Согласно решениям Гаагского суда от 7 июля 2017 года данное строение подлежит сносу. Соответственно, на основании данного решения выдавался исполнительный лист, на основании которого возбуждалось исполнительное производство, в рамках которого неоднократно устанавливались сроки исполнения. Однако должником эти сроки были проигнорированы, и в таких случаях действующее законодательство об исполнительном производстве на сегодняшний день содержит специальную норму, предоставляющую соответствующие полномочия именно службе судебных исполнителей организовать исполнение данного решения. С этой целью, как вы видите, задействованы силы МВД, силы МЧС. То есть непосредственно уже данная процедура носит уже принудительный характер, то есть обязательства по сносу данного строения. На самом деле у нас и в производстве таких категорий дел практически не было. Да. Сегодня мы приехали с судоисполнителями для того, чтобы они смогли выполнить свое судебное решение на территории Мюсырского заповедника, Пицунского заповедника. Мы полностью отцепили данный участок для того, чтобы они смогли выполнить свое решение. Законное решение, судебное законное решение сегодня в Абхазии должно исполняться. И мы, люди в форме, сегодня призваны этот закон исполнять. Последовательность и жесткость действий, особенно сотрудников Министерства внутренних дел, четкие, понятные, регламентированные, определенные законодательством по оцеплению, по обеспечению безопасности тех лиц, которые занимаются демонтажом. Я думаю, что мы добились того, чтобы активного сопротивления и, не дай бог, как говорится, агрессивного сопротивления не было. Достигнут рекордный показатель национальной платежной системы. Объем оплаченных товаров банковскими картами АПРА с начала года превысил 1 миллиард рублей. Подробности расскажет Рената Шакая.
Достигнут рекордный показатель национальной платежной системы. Объем оплаченных товаров банковскими картами АПРА с начала года превысил 1 миллиард рублей. На прошлой неделе автоматизированная система выявила владельца карты, который произвел покупку в одну из столичных аптек и тем самым установил рекорд. С достижением данного показателя у Национального банка появилась идея связаться с тем, кто произвел платеж. Хотим вручить вам памятную монету АПА из серебра с выборочным золочением, которая была выпущена к юбилею столицы. Благодарю вас. Вчера позвонили, я был очень удивлен, это было очень неожиданно для меня на самом деле. Сказали о том, что я провел операцию, которая стала миллиардным платежом в системе АПРА. На самом деле очень приятно, что таким образом это все отметили. Уже несколько лет пользуюсь этой системой, практически везде, так как сейчас я обращаю внимание тоже на то, что во многих учреждениях, магазинах, аптеках или там заправках, да, уже и появилась возможность использования данной системы, да, или вот, оплатой картой. 3 ноября по своей банковской карте зафиксировал вот этот миллиардный оборот по системе. Им оказался сухумчанин Роман Адлиба, которого мы хотели бы поздравить, пожелать ему больших успехов. В прошлом году этот же показатель национальной системы не превысил 450 миллионов рублей. Национальная платежная система является неотъемлемой составляющей денежно-кредитной и финансовой системы экономически развитого государства. НПС обеспечивает осуществление платежей, создавая благоприятные условия для обращения денежных средств, управления денежной массой, повышает качество оказания платежных услуг кредитными организациями, способствует развитию платежной инфраструктуры, что как следствие приводит к экономическому росту и процветанию государства. Национальная платежная система была введена в эксплуатацию Банком Абхазии в 2012 году в соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов платежной отрасли. На сегодняшний день у нас свыше 80 тысяч активных карт в системе, то есть свыше 80 тысяч держателей карт АПРА на территории Абхазии. Свыше 1000 посттерминальных устройств, то есть это организации, которые принимают банковские карты по всей республике. С 2015 года пенсионеры Абхазии стали получать пенсию на банковскую карту. Это касается получателей абхазской и российской пенсии. В Абхазии более 50 тысяч пенсионеров, из них около 32 тысяч получателей российской пенсии. Более 7 тысяч только абхазской. Бюджетники, как и пенсионеры, могут снять начисления в любом банкомате, от ПСО до ГАЛа. Хочу отметить, что не только бюджетные организации переходят на банковские карты, но и частные коммерческие организации. Пенсионный проект у нас полностью практически охвачен, что на сегодняшний день является основным стимулятором эмиссии банковских карт АПРА. В данный момент идет проект интеграции 2 национальных платежных систем – Абхазия АПРА и Россия МИР, который завершится в 2018 году. Таким образом, картами АПРА, которые работают пока только на территории Абхазии, можно будет пользоваться и в России, а картами МИР – в Абхазии. Глобальный проект, который позволит вывести нашу карту, сделать ее из локальной, вывести ее в мир посредством интеграции с национальной системой платежных карт России. Мы ведем активную работу. На данном этапе идет подготовка плана реализации проекта. Вот в перспективе мы должны будем подписать межсистемное соглашение, которое позволит обслуживать карты МИР на территории Абхазии и использовать карты АПРА на территории Российской Федерации. Пока в республике всего 103 банкомата, 94 посттерминала и 1010 торговых посттерминалов. Пластиковая банковская карта – удобный платежный инструмент, предоставляющий держателю карты круглосуточный доступ к своему личному счету в банке. Банковские карты сегодня широко используются для осуществления безналичных платежей, в том числе и при совершении покупок в магазинах, аптеках, ресторанах и многих других местах. Активное развитие национальной платежной системы продолжается в настоящее время с учетом мировых достижений в области теории и практики осуществления безналичных платежей. Рената Шакай, Беслан Джанджоли, Абхазское телевидение. На базе МЧС Абхазии продолжаются учебно-тренировочные занятия. Проводят их российские специалисты, которые делятся своим опытом по аварийно-спасательным работам в городских условиях и при ДТП и другим чрезвычайным ситуациям. Об этом материал пресс-службы спасательного ведомства страны. У нас дорожно-транспортное происшествие, пострадавший, зажат в автомобиле, травмы самые тяжелые.
Сотрудник Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России Михаил Ларионов рассказывает абхазским коллегам легенду учений, согласно которым легковой автомобиль с 3 пассажирами оказался в дорожно-транспортном происшествии. Один из 3 пассажиров с тяжелыми травмами оказался заблокированным в автомобиле. Задача спасателей – как можно быстрее прибыть на место происшествия, деблокировать авто, извлечь пострадавшего и передать его медикам. В подобных случаях, то есть когда происходит ДТП, на место происшествия спасатели выезжают на аварийно-спасательном автомобиле, оснащенный специальной техникой и оборудованием. Гидравлические ножницы, расширитель и домкрат – это основные инструменты, которые необходимы для того, чтобы помочь пострадавшему как можно быстрее выбраться из машины, попавшей в серьезное ДТП. Работа спасателей при дорожно-транспортном происшествии делится на 2 этапа. Первый этап заключается в том, чтобы обеспечить личную безопасность во время проведения спасательной операции. Необходимо правильно установить автомобиль спасателей, определить зону ограждения и обесточить оказавшийся в ДТП автомобиль. Второй этап – обеспечить быстрый доступ к пострадавшим. Следующий этап – обеспечение доступа быстрого к пострадавшему зажатому автомобилю с целью оказания первой помощи. То есть остановки кровотечения, установка шейного корсета вот, и деблокирование, то есть по схеме стандартной, разработанной в министерстве, то есть отрывание дверей, полный доступ. То есть основное правило при этом – это разбор автомобиля вокруг пострадавшего, а не вытаскивание пострадавшего из автомобиля. То есть удаляется крыша, удаляются стойки, разжимается панель, и пострадавший вытаскивается на носилки и передается врачам скорой помощи. Пока часть спасателей работает над тем, чтобы извлечь пострадавшего из автомобиля, не остаются без внимания и другие пассажиры, которые не получили серьезных травм и сами выбрались из авто. Им спасатели оказывают помощь психологическую. На проведение спасательной операции сотрудникам МЧС Абхазии понадобилось менее 15 минут. Тяжело пострадавший был извлечен из автомобиля и передан в карете скорой помощи. Остальным пассажирам, переживших стресс, была оказана квалифицированная психологическая помощь. Руководители учений подчеркнули, что спасатели успешно справились с поставленной задачей. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян, который лично наблюдал за проведением учений, отметил, что подобный обмен опытом крайне необходим для абхазских спасателей. Наши спасатели были задействованы со всех подразделений республики. Каждый день они сталкиваются практически с дорожно-транспортными происшествиями. Но, конечно же, отработка действий совместно с российскими специалистами – это как бы получается обмен опытом, и более навыки усовершенствуются. Эти учения стали практической частью учебно-тренировочных занятий, которые проводятся российскими спасателями на базе МЧС Абхазии. Специалисты из России делятся своим опытом по ряду направлений – аварийно-спасательным работам при ДТП, психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций. Параллельно проводятся теоретические и практические занятия в пиротехнической работе. Начались они 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии. Прошло 100 лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. На кафедре политологии и социологии Абхазского государственного университета состоялась научно-теоретическая конференция, приуроченная к этой дате. Преподаватели и студенты исторического и юридического факультетов в своих выступлениях рассказывали о мифах и реальностях, связанных с Октябрьской революцией. Отмечалась также ее роль в истории Абхазии и горских народов Кавказа. Понять любое крупное историческое событие можно лишь в перспективе, по тем долгосрочным результатам, которые были им вызваны. В данном случае произошла не только смена власти, начался крутой поворот российской истории. Сначала грянула гражданская война, а затем коренная перестройка не только государственной системы, но и всего общественного уклада. В 1917 и 20-х годах триумфальное шествие советской власти в большинстве регионов бывшей Российской империи сопровождались гражданскими противостояниями с применением того белого, красного и зеленого террора. Одним из таких регионов был Северный Кавказ, где сепаратистское устремление непокорных горцев были пересечены только к осени 1925 года, после чего стало возможным окончательное утверждение советской власти на Кавказе. На конференции было отмечено, что Октябрьская революция останется одной из важных событий XX века.
А установившаяся затем советская власть позволила Абхазии восстановить утраченную государственность и создала условия для развития национальной культуры. Мы отдаем должное тому событию, которое имело место 100 лет тому назад. Как бы ни сложны были эти пути, которые вели к социализму, все равно почти все союзные республики и малочисленные народы, для которых Октябрьская революция, для многих которых она была спасением, для самосохранения, конечно, победила Октябрьская революция и социалистические идеи у тех или иных народов Российской империи, а уже советской власти. Как отмечалось участниками конференции, крушение самодержавия в 1917 году во многом определило будущее и нашей страны, а молодому растущему поколению необходимо знать о событиях тех лет. Саид Джарсалия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В связи с кончиной заслуженного работника культуры Республики Абхазия Аргун Людмилы Изатовны и Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии создана комиссия по организации похорон под председательством заместителя министра Беслана Гурджуа. Похороны состоятся 8 ноября в селе Дранда Гулрипского района. Траурный митинг «Прощание с Людмилой Аргун» начнется в час дня в Доме учителя в Сухуме. В эти дни жители Нового Афона проходят диспансеризацию. С этой целью в город прибыли 2 мобильных диагностических комплекса и ряд специалистов из Гудаутской и Сухумской больниц. О том, как проходит медицинское обследование населения, расскажет Алика Трапш. Профилактика, а также лечение и снижение активности разного рода заболеваний – основные задачи диспансеризации населения. При этом речь идет о недугах не только с хроническим, но и с острым течением. С утра в Новоафонской городской больнице выстроилась небольшая, но очередь. Местные жители пришли на диспансеризацию. Мне поджелудочное больное, вот почки болят, вот я хочу рентген сделать, почки хочу провериться, потому что часто я попадаю в больницу. Честно говоря, у меня ничего нигде не болит, но я хотел пройти все анализы, на всякий случай, на старости лет. Не всегда мы можем в Сухуми поехать или в Гудауты. Очень хорошо, что вот это придумали, и люди приходят сюда. При прохождении диспансеризации пациент сначала регистрируется, ему выдают паспорт здоровья, затем он сдает клинический и биохимический анализ крови, а потом посещает кабинеты разных специалистов – терапевта, кардиолога, гинеколога, хирурга, офтальмолога. Врачи с каждым пациентом ведут отдельную профилактическую беседу. По словам специалистов, с острыми заболеваниями пока к ним не обращались. 90% поступивших, они хроники уже. Молодой состав уже не приходит, все приходят старше 60 лет, которые обнаружены. В основном гипертоническое заболевание, которое первое место занимает, гипертоническое заболевание и ишемическая болезнь сердца в основном. Если в процессе первичного обследования будут выявлены какие-либо нарушения в состоянии здоровья пациента, то ему назначается второй дополнительный этап. Вторичное обследование включает сдачу необходимых анализов для подтверждения предварительного диагноза. И только после этого врач приступает непосредственно к лечению. Диспансеризацию проходят не только жители Нового Афона, но и сел Анхуа и Псырцха. Как отмечают медики, главная проблема диспансеризации – это привлечение пациентов. На первые 2 дня было так мало людей, где-то около 30-40, сейчас уже 120. 130. Да, я бы хотела обратиться к населению Гудаутского района, туда мы тоже входим, чтобы они серьезно к этому отнеслись. Мы выявляем хроническая заболеваемость и онконастороженность. Это на приеме у врачей тоже происходит, но самое главное, что у нас диагностика такая, что лучше к нам прийти. Диспансеризация в Новом Афоне будет проходить до 17 ноября с 9 до 14:00. Жители города и близлежащих сел могут получить бесплатную медицинскую консультацию. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Абхазии Тамас Цахнаки проинспектировал проведение всеобщей диспансеризации в Гудаутском районе, сообщает пресс-служба Минздрава. Министр поручил главному врачу ЦРБ города Гудаута Хаджарату Шамба взять под личный контроль проведение диспансеризации в районе. Для наибольшего привлечения взрослого населения и 100% охвата детей подготовлен план-график выездов мобильных бригад врачей по селам Гудаутского района. Сухумский водоканал сообщает, что в среду 8 ноября с 0 часов до 23 будет прекращена подача питьевой воды в центральной и нагорной частях города Новом
районе, Старом поселке в районе Виема. Подача воды прекращается в связи с переключением водовода, а также в связи с ремонтными работами по улице Лагвилава, проводимыми МУП РСО. Ну а сейчас о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 17-19 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.